Всего 3 месяца потребовалось следственным органам Казахстана, чтобы расследовать дело шымкентского бизнесмена Тохтара Тулешева, обвиняемого в подготовке государственного переворота. 6 июня, когда на западе страны в Актобе шла спецоперация по ликвидации группировки, совершившей вооруженное нападение на оружейные магазины и войсковую часть, многие казахстанцы впервые услышали имя пивного короля, который готовил насильственный захват власти в стране. 300 томов уголовного дела под грифом «Секретно» поступило в военный суд по уголовным делам. Всего же по нему проходит 25 подсудимых, среди которых есть и генералы в отставке, и действующие командиры войсковых частей. Самому Тулешеву предъявлено обвинение в совершении 16 преступлений. Главное судебное разбирательство начнется 14 сентября. Оно пройдет в закрытом судебном заседании в связи с наличием сведений, относящихся к государственным секретам. По делу проходят 25 подсудимых и их адвокаты. Среди них Бахтыбаев Ильяс Жакопбекович, пенсионер, государственный советник юстиции 2 класса, и Доскалиев Хибратулла Ермекович, тоже пенсионер, генерал-майор полиции. Они обвиняются в пропаганде и публикации призыву к захвату и удержанию власти, а равно насильственном изменении конституционного строя Республики Казахстан. Сегодня же в Комитете национальной безопасности озвучили итоги расследования октябрьских событий. Возбуждено 77 уголовных дел, которые объединены в одно производство. Всего в суд будут направлены 30 подозреваемых, 9 террористов и 3 укрывателя. Следствием сделаны выводы, что акт терроризма произошел спонтанно, под идеологическим влиянием и по призыву официального представителя Даиш, так называемого шейха Ад-Дани, о совершении вместе с Рамадан терактов в странах проживания. Представители Республиканского антитеррористического штаба также рассказали об участившихся случаях задержания последователей нетрадиционных религиозных течений, подготовка нападения на российскую воинскую часть около города Балхаш, подготовка к угону самолета в Талдыкургане и совершение теракта по аналогии с 11 сентября в США, а также попытка нападения на высокопоставленных сотрудников силовых структур и представителей Духовного управления мусульман Казахстана. Это еще не весь список преступлений, пресеченных казахстанскими силовиками. Террористическая группа по заданию зарубежных террористов намеревалась совершить масштабные акты терроризма в городе Москве и на территории Казахстана, по примеру парижских событий в ноябре 2015 года. 5 человек из состава этой группировки задержаны в нашей столице и в последующем осуждены за участие в террористической деятельности. Среди них граждане Казахстана, России и Таджикистана. Другая ячейка из 4 граждан стран Центральной Азии была обезврежена в Москве российскими партнерами. Установлено, что преступники планировали совершить теракты в Москве во время празднования Дня Победы. Сотрудники национальной безопасности также предупредили СМИ об ответственности за распространение недостоверной информации в ходе антитеррористических операций. Напомним, что 18 июля в самом крупном мегаполисе страны Алматы были совершены вооруженные нападения на сотрудников полиции, также признанные террористическими. Из-за отсутствия официальной информации о происходящем в социальных сетях и СМИ стала появляться непроверенная информация. Силовики решили всю ответственность за это переложить на рядовых граждан и журналистов. В отдельных случаях в информационных материалах присутствовали элементы домысла, комментарии недостоверных источников, сомнительного происхождения видеоролики и аудиозаписи, носящие по сути провокационный характер и вызывающие неоднозначную реакцию населения. По этим фактам органами внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренные статьей 274 «Это распространение заведомо ложной информации» Уголовного кодекса Республики Казахстан. После так называемых террористических нападений в Казахстане разработаны и вносятся в Мажилис парламента 7 законопроектов по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, контрразведывательной деятельности, дактилоскопической и геномной регистрации, укрепления информационной безопасности страны. По мнению экспертов, после принятия парламентом новых законов и поправок законодательство Казахстана, возможно, будет ужесточено. Айнур Коскин, Ганизат Оспанов. Настоящее время.